Дружко, коровай крае, дружко, коровай крае. Кагданские казаки, 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 они самогуляли, гуляли, ладушка непростое, ручки вершили, золотое. Здравствуйте. Мы приехали к вам с центра России, центрального черноземного района, с города Воронежа. И являемся творческим коллективом, который представляет сообщество мастеров, которые изготавливают музыкальные инструменты, древние наши музыкальные инструменты. Это гусли, балалайки, колесные лиры, сопелки, свиристелки, глиняные свистульки, глиняные дудочки, которые, использует наш народ. Помимо этого мы исполняем народные песни фольклорные, в основном это песни Воронежского и Белгородского пограничья, и также казачьи песни Верхнего, Среднего, Нижнего Дона, потом хоперских казаков, терских казаков. И используем в нашем творчестве народные инструменты, колесную лиру, гусли, гудки, варганы, многие инструменты, которые очень гармонично вплетаются в наши песни. Прелестные казаки, Кагданские казаки. Коллектив наш образовался просто так спонтанно. Никто его не планировал образовать, создать, да? Мы мастера, они вот делают вот то, что здесь впереди, а я делаю музыкальные инструменты только. И мы на ярмарках встречаемся, рядышком поближе становимся, чтобы как-то перекликаться, переигрываться друг с другом, общаться. И вот так играли и доигрались, пока у нас не создались такие прям, полноценные уже вещи, композиции, которые уже можно и народу не стыдно демонстрировать. Так образовался коллектив, где-то года полтора назад, да? То есть, совсем молодой. Название ему приснилось. Название просто нас приглашали на концерт и спрашивают, как вы называетесь? Как вас представить? Никак вроде не называемся. Там Валера и компания. Ну ладно, а потом на сцену уже вышли, уже перед выходом, как-то надо написать. А я вспомнил, мне просто был сон. И вот как-то это во сне, добрая степь, какой-то образ, какой-то умиротворенности степи, и вот она добрая, и вот эта музыка, мне кажется, она такая светлая, на мой взгляд, да, добрая. И вот это так появилось название. Я говорю, пишите «Добрая степь». Согласны? Они говорят, да, согласны. И все, и, в общем, «Добрая степь» появилась. Традиционный фольклор, он обычно без инструментов. Гармошка и балалайка иногда, да, баян — это совсем уже современный инструмент. В общем, ведь раньше было других много инструментов, которые забыты. И вот наша идея и наш интерес в том, чтобы все это воссоздать, на чем играли люди. И послушать, как это могло бы звучать, когда звучали гусли, когда лира звучала, когда там гудки.
И вот мы это пробуем делать. То есть Пока- звучат инструменты, звучат традиционные песни, и вот вместе получается такое. Показываем свою версию звучания инструментов с народными песнями многоголосыми. Ну, по-своему получается. Это уже не традиция, то есть никто, это вот наш. Традиционные элементы присутствуют. поле береза стояла, в поле кудрявая стояла, лёли стояла, лёли стояла. В поле береза мы спели, это вот очень известная песня. Ну, уже такая всеми, как бы, такая затертая, да, то есть уже как-то неинтересно, детская совсем, да. Но когда звучит такой инструмент двухструнный, уже совсем другой раз, и она по-другому звучит. Вот мы ее недавно тут для себя открыли, просто случайно запели. Березы три гудочка, сделаю из них я три гудочка, лёли три гудочка, лёли три гудочка. Четвертую балалайку, четвертую балалайку, Можно как-то сказать, что это балалайка, да? Или домбра, да? Или топ-шут, например, Алтай. То есть у всех народов есть такой инструмент. А если я беру смычок, вот такая тростинка с конским волосом, натиру ее канифолию, то можно уже играть. Уже как виолончель или скрипка, или что-то такое. Вот. И опять же появляется другой инструмент. У нас на Руси называется гудок, потому что гудит. Гудок. Там в Монголии Маринхур называется, там на Алтае игиль, а также еще куча-куча много разных названий. Вот такой интересный инструмент, который вот объединяет все народы. Обычно, когда войско, когда уходило в какой-то поход, для того, чтобы запечатлеть всю память об этом походе, то были люди, которые складывали песни, и эти песни походные были вот 700-800 куплетов. И, например, если очень дорога длинная, шлях, дорога, для того, чтобы постоянно, когда едешь, думаешь, ну сколько времени, там 200 километров, ой, 205, ой, там 195, 180, то дорога очень длинная кажется. А когда человек поет, то ему дорога пролетает на раз. Когда нас приглашают на концерты, мы стараемся концерт совместить как бы с лекцией.
рассказывая о народных инструментах и показывая, как они звучат в народной песне. То есть и такой, наверное, просветительский момент несет. Просто когда увидят этот инструмент, никто не знает, что это такое. Дети подходят, это корабль. Мама, смотри, корабль. Я говорю, корабль-то еще и звучит. И он такой раз зазвучил. Ну, просто многим интересно. И гусли, например, все знают, что такое гусли. А вот видеть, ну, на картинках, там где-то в фильмах, отрывки. А тут можно пощупать, потрогать. И народу очень нравится, глаза открываются, горят. Наконец-то я гусли там попробовал, да? Услышал. И вот так вот. Идет душечка моя, вот идет параня, идет душечка моя, ой, ну-ка, идет душечка моя, ой, ну-ка, идет душечка моя, вот идет параня, ведер да без ведер, вот идет параня, ведер да без ведер, ой, Лира, она называется колесная лира. Не путайте ее с лирой, со струнным инструментом. Колесная, потому что здесь крутится колесо. И колесо, оно как смычок, трет несколько струн. Бывает очень много струн, бывает мало. То есть это как мастер уже сделает, или как кто захочет. Трет струны, как вместо смычка. Получается, звучат сразу уже какой-то аккорд, как оркестр, да, с несколько звуков. И вот две струны здесь звучат фоном, бурдонами называют. Одна струна игровая, на нее нажимается клавиши. Вот здесь. Клавиши нажимают на одну струну. Вот здесь регулировочные всякие штучки, чтобы выстраивать четко, чтобы строила она. И получается похоже на волынку звук, потому что только у волынки там трубки, дудки, да, а здесь струны. Точно так же там две или три трубки сзади звучат бурдоном, а одна игровая. И здесь струны две бурдонные, одна игровая. И вот на фоне этого играете мелодии и поете. Вот. И в средних веках придумали, не знаю точно какой год, там в Европе, европейцы придумали. Потому что смычок вводишь, он кончается, обратно, ведь, в общем, есть какие-то паузы, когда он заканчивается. А тут хотелось этот звук сделать непрерывным. Сделай колесо, и вот эта волна музыки стала непрерывной, и все, уже такое вот внутри сразу такая волна музыки. И сразу всем полюбился этот звук. Мгновенно начала лира распространяться по другим странам. И на Русь дошла, и у нас на Руси ходили лирники, да, крутили колесо, пели, ну, говорят, чаще духовные стихи. Как звук у меня такой вот монотонный, жалостливый такой, да. Но мы поем и веселый парани, да, тоже нам нравится. Я ее делаю, ну, то, что я видел лиры, они все клееные. Либо берут какой-то готовый корпус от виолончели, от гитары, и потом уже доделывают прибамбас. Ну, мне не интересно делать из каких-то полуфабрикатов. Я нашел в лесу упавшее дерево, отпилил бревно вот такое, да, пенек, расколол его пополам вот так вот. И из него из двух половинок можно сделать две лиры. То есть вот здесь стамесочкой выдолбил пустоту резонатор, здесь закрыл кленовой такой дощечкой, ну и остальное. Получилась вот такая лира. По-частому малина, селезень дам переходит, ойкая калина, переходит малина. Серовку переходит, ойкая калина, переходит малина. Свистульки — это в первую очередь для обучения детей миру звуков. Для того, чтобы постепенно он погружался во всю прелесть и красоту мира природы, звука природы, то ему дарилась в детстве там свистулька, такая игрушка. Так как дети очень любят игрушки, они могут и поиграть этой свистулькой, так, у них же образное мышление, а могут и отец, и мама могут им показать, как разные животные, птички поют. Например, там курочка, петушок говорит кукареку. И на основе трех звучит, то есть здесь три ноты, самые простые, до, ре, ми. И ребенок уже учился,
что у звуков есть разная тональность, разная высота. И начинал даже сочинять новую музыку. Ему самое главное, надо было просто показать, как извлекается звук. А ребенку это очень интересно. И он, когда начинал играть на ней, заодно, когда ему надоедал, например, одну тоже, он начинал что-нибудь новое придумать. Так вот включался головной мозг, творческие способности, и ребенок уже вырастал как герой той сказки, как солдат из топора сварил кашу. Это самое главное в детстве, чтобы запустить этот механизм творчества. Вот эти свистульки для этого и предназначались. Помимо этого, они еще предназначались для всяких обрядовых песен, особенно на Масленицу, потом на Купалу, летний праздник. Детишки выходили, как бы разные, у всех были свистульки, различные инструменты, и они изображали мир природы. Особенно на Масленицу, когда закликали в дом удачу, тепло, свет, то есть все положительное, что весна нам приносит. И поэтому как бы увлеклись этим, начали изготавливать, чувствуется, что народу это интересно. Многие бабушки проходят, которым там 50, 60, 70, 80 лет, и у них сразу загораются глаза. То есть это, а почему? Я так думаю, что в детстве-то у них у всех были свистульки, и сразу как бы это является тем объектом, через который бабушка, там, человек, который в детстве имел эту свистульку, он перемещается по машине времени туда. И он сразу вспоминает ощущения, какие звуки были, то есть какое состояние души, тела. Как бы у нас даже был такой случай, женщина одна ехала на коляске. Она буквально, то есть была вот, не двигалась, ничего. После того, когда мы начали играть на свистульке, там, она вдруг не с того открыла глаза и потянулась к свистульке. А тот, кто ее вел на коляске сзади, мама, там, по-моему, дочка была, она была так удивлена. Говорит, я не верю своим ушам. Говорит, она уже 2 года не двигается, говорит, так, как овощи. Говорит, а тут, говорит, что вы с ней сделали, что такое? Значит, есть что-то такое в этих свистульках, которое помогает человеку раскрыть, вспомнить его, как бы, детство. А сейчас прозвучит песня, она поется, вот ее записывали очень часто, вот она в Елецком районе Липецкой области и в Курской области тоже поется. Называется «Чеботуха». В Воронеже она тоже поется и в других еще местностях России, но чуть-чуть, может быть, с другими моментами. Сейчас вот мы вот вам покажем ее. Чеботуха, своя баба, хлеба есть, соли есть, ничего не надо. Чеботуха, хорошая баба, наварила мужу щей, насолила сало, замочила и поела, мужик каши налила. Ох это, ой это, а мужик каши налила. Чука, наловила где-то щука, бабка рыбаку текла, сковородка потекла. А мы веселые ребята, мы нигде не пропадем. Если надо, мы станцуем, если надо, мы споем. Ай, бабай, держи, чеботуху поддержи. Чеботуха, горе, горькая горюха, румянилась кирпичо и осталось непрячо. Куплетов очень много. И есть вот чеботуха, синтетюриха или синаториха, частушки, страдания, под драку, мотания. Очень много в нашей культуре таких и веселых, и грустных, и средних, и протяжных. Вот у нас здесь друг наш Виктор, он нам иногда аккомпанирует на варгане. Вот он нас пригласил. Он живет в Елабуге здесь, он краевед, такой историк, Виктор Белов. И он нас пригласил. Говорит, тут хорошая ярмарка большая, приезжайте. И мы приехали.
Ну, я местный житель Елабужки, занимаюсь историей, краеведением, генеалогией. Около года назад познакомился с древнерусским инструментом. Вот этот инструмент называется варган. Он довольно широко известен, но сохранился именно как музыкальный инструмент в двух регионах России. Это Якутия и Башкортостан. В Башкортостане он называется кубыс, в Якутии хамус или хомус. На самом деле это древнерусский инструмент, известен он как минимум с 9-10 века, то есть в археологических раскопках находится, и был в широком ходу в русской народной музыке вплоть до начала 20 века. Сохранились записи аутентичные. И где-то вот с начала 2000-х годов началось возрождение на территории нашей страны этого инструмента. Я так не профессионал, но по мере возможности. Мы все не профессионалы, все любители, потому что любим это дело. Такой характер у меня, что мне стало плохо совсем от своей работы, на которой я раньше работал, 17 лет назад. Я вот 17 лет я занимаюсь изготовлением инструментов. Плохо почему? Потому что душевное удовлетворение, кроме там денег или кроме каких-то там, ничего не приносило. И я выбрал другое. Я выбрал найти свое, вот где мне будет хорошо. И как человек только становится на свой путь, ему обязательно встречаются какие-то подсказки, и вот надо только не пропускать их. И раз, как-то я увидел инструмент, там, барабан такой глиняный. Я никогда в жизни не видел такой глиняный. Как можно из глины барабан сделать? Я не знал, не увидел. Поиграл на нем, мне ребята попросили, дали поиграть. И вот с этого звука, с природного, кожа, глина, это все настоящее. И вот внутри откликнулось. И я думал, что вот мой путь с чем-то, как-то это связано. И начал делать инструменты. И барабан слепил, глину освоил, гру гончарный построил. Круглосуточно лепил себе. Потом другие пошли инструменты, и дудки, свирели там, и гусли, и лиры, и дудки, все подряд. Вот так я и делаю. Пора, гостюшки садоварая, пора, гостюшки садоварая, садоварая, ой, садоварая, я больше в гостюшки не пойду, а я больше в гостюшки не пойду, не пойду, Наша культура, она богатейшая, и очень много различных песен. Просто вот мы видим своей, сказать, деятельностью людям показать, что повернитесь, посмотрите, что мимо чего многие, большинство проходят. И многие действительно не проходят мимо, они как раз, что это такое? И они понимают, что что-то вот родное и близкое. И потом мы надеемся, что после таких вот выступлений они, придя домой, начнут слушать, что-то я там слушал, ну-ка где-то там оно, и начнет как бы вот вспоминать. Об этом уже многие говорили, мудрые люди, но от этого зависит сила народа, его традиция. Это как вот тот цемент, который сплачивает народ вперед испытаний. Если цемента этого не будет, народ, и как вот раствор, он не сплотится. Поэтому традиция – это очень важная жизнь, очень важная вещь в жизни народа. И важно ее на данный момент может возродить или наполнить своим жизненным вниманием. Это очень важно, нам так кажется. И потом это очень здорово и весело. Вот всю жизнь жить праздник. Чара ты моя, серебряная, на здоровье поставленная. Они так, happy birthday to you. Да, как-то становится не по себе, когда начинают петь вот и западные ритмы, западные песни. А свое, давай по-своему, они, а как? Многие не знают, забыли. Сидючие, на быстру на реченьку глядючи, на быстру на реченьку глядючи, глядючи,
девушки глянутые, по бережку миленькой гуляет, с побережку миленькой гуляет, ой, гуляет, гуляет, ой, гуляет, гуляет. Эта песня обычно исполнялась в конце празднества, там, на свадьбу, какое-то гуляние, отмечали какую-то дату. И обычно, когда народ засиживался очень долго, никто не хотел расходиться. И это было очень такое гармоничное, такое мягкое приглашение гостей данного там усадьбы, помещения с радостью покинуть помещение, то есть закруглиться. И поэтому они могли петь и час, и два, и три, но все равно как бы это был завершающий аккорд любого праздника, и на веселой ноте заканчивался праздник. Он снял меня с камушка, белывая, белыва, белывая, ой, белыва, белывая, пора, гуётюшки со двора, пора, гуётюшки со двора, ой, двора, со двора, ой, со двора, со двора. Благодарим за теплый прием на татарской земле. Всего вам хорошего процветания и вашей ярмарке.